Аслан Яндиев — это уроженец Ингушетии, который Россией обвиняется в том, что он тоже участник, организатор теракта. Это мы сейчас зачтем. Он находится в тюрьме в Словакии, и принято решение об его экстрадиции. Окончательное решение принято уже словакским государством. Это Конституционный суд Словакии. Все, выше инстанции внутри, на национальном уровне в Словакии больше нет. Дальше есть только ЕСПЧ. Соответственно, он находится в очень тяжелой ситуации. Теперь посмотрите вот на это фото. Это он, Яндиев Аслан. Но здесь эта фотография старая, то есть это лет 10 назад, наверное, он так выглядел. Сейчас он выглядит уже не так, а вот так. Вот посмотрите, это словакский спецназ в масках, в бронежилетах, в полном обмундировании. Вот, ведут Аслана Яндиева. Посмотрите на него. Он является инвалидом второй группы, он очень болен, он истощен. Посмотрите, как они его заковали. Руки закованы, они еще между собой перевязаны, чтобы он не мог с этого стула встать и куда-то испариться. В таком положении он сейчас находится в словакской тюрьме. Он сидит в этой тюрьме уже более 7 лет, почти 8 лет он там сидит. Ситуация с Асланом, она очень хорошо знакома правозащитникам. У него есть свидетельство, подтверждение, которое ему дано Комитетом гражданское содействие, руководителем которого является Светлана Ганушкина. Я прочту некоторые подробности его дела. Итак, 24 января 2011 года в правозащитный центр «Мемориал» обратилась, его мать. 21 января из средств массовой информации она узнала, что ее сын Аслан Ахметович Яндиев задержан правоохранительными органами Словакии. Вот Аслана Яндиева разыскивают по подозрению в организации и совершении нескольких терактов на территории Северной Осетии. То есть вот что ему инкриминируют. Яндиева утверждает, что ее сын не виновен. В июле 2006 года сотрудниками правоохранительных органов Северной Осетии были задержаны жители поселка Карца Северной Осетии Умар Хадзиев, Алихан Аздоев и Рустам Цуров. Среди задержанных были знакомые Аслана Яндиева. В ходе допроса к задержанным по свидетельствам их родных применялись пытки. В результате под физическим давлением они были вынуждены оговорить себя и еще нескольких человек, своих знакомых, среди которых в том числе оказались Аслан Яндиев и житель Назрани Мурат Гасаев. Обращайте внимание на эти имена, потому что это сейчас очень важно. Вот обратите внимание на имя Мурата Гасаева. Мурат Гасаев был обвинен в участии в нападении на правительственные здания в Ингушетии в июне 2004 года. Бежал в Испанию и был выдан России в декабре 2008 года. То есть человек обвиняется, успевает уехать в Европу, находится в Испании, и из Испании его экстрадируют. Он не просто там депортирован, он экстрадирован по запросу. Испания находит обвинение России в его причастности заслуживающими доверия и выдает его России. Вот обратите внимание. В августе 2009 года, после 10 месяцев пребывания в следственном изоляторе и пыток, Мурат был отпущен без предъявления обвинения. Представьте себе, он в 2008 году его Испания выдает, решив, что основания России заслуживают доверия, они его выдают России. Россия продерживает его 10 месяцев у себя в камере, пытают его, после чего отпускают без предъявления каких-либо обвинений. То есть человек был невиновен. А причины его освобождения, несмотря на обвинения в нескольких тяжких преступлениях, заключались в полном отсутствии доказательств его собственной стойкости под пытками и активной защиты со стороны правозащитников. Однако на этом его злоключения не закончились. Мурат был вынужден почти все время проводить дома, не смел выйти на улицу. При любом происшествии в Ингушетии к нему приезжали представители силовых структур и устраивали допросы и обыски. Но это нам очень хорошо знакомо. Во время его нахождения в Испании жена Мурата с младшим сыном выехала во Францию, где несколько лет прожила без всякого статуса. Поскольку власти отказывали ей в убежище, только через 6 лет при активной помощи правозащитников Мурат смог перебраться во Францию, где встретился со своей женой и 6-летним сыном. Свидетельство правозащитников сыграло свою роль. Семья воссоединилась и, наконец, получила убежище во Франции. Обратите внимание, оклеветавший под пытками знакомый Мурата через Светлану Ганушкину передавал ему свои извинения и просил простить, что не выдержал пыток. Почему здесь приводится история вообще Мурата Гасаева? Потому что она непосредственно связана
у них одно и то же обвинение в организации одних и тех же якобы террористических актов. И поэтому это очень важно привести его историю здесь, что если он был экстрадирован, точно так же, как Словакия сейчас хочет экстрадировать Аслана Яндиева, и он был отпущен, потому что не было никаких доказательств его вины, и он выдержал эти все пытки. Надо отметить, что Аслан Яндиев находится в особенной опасности, поскольку он не может выдержать пытки. Аслан инвалид второй группы. С детства страдает язвенным заболеванием кишечно-желудочного тракта. В июле 2008 года 3 жителя поселка Карца были осуждены Верховным судом Северной Осетии на 18, 23 и 24 года лишения свободы. Отец одного из осужденных, Омара Хадзиева, Багаудин Хадзиев, утверждает, что в ходе следствия на первоначальной стадии допросы проводились в УБОП Северной Осетии, где подозреваемых пытали и жестоко избивали. Здесь далее тоже приводится большая, я не буду это все зачитывать, а я просто вкратце объясню. А сейчас у него есть, конечно, адвокаты, и его дело сейчас выведено на ЕСПЧ в надежде на то, что они остановят эту процедуру экстрадиции. Но при любом раскладе этот человек уже почти 8 лет находится в заключении, и ему дальше тоже он будет находиться в этом заключении, пока будет идти это рассмотрение этого дела. В ЕСПЧ там минимум 6 месяцев это рассмотрение идет. В общем, он находится в очень тяжелой ситуации, и последний раз, когда его родственники давали информацию про него, он находился в больнице, у него была рвота. В общем, он находится в очень тяжелой ситуации. К сожалению, мы никак ему не можем помочь, но хотелось бы, чтобы на эту ситуацию обратили внимание СМИ, правозащитники, как-то хоть что-то, чем можем помочь, чтобы мы помогли этому человеку. В любом случае его нельзя выдать России на растерзание. Сегодня уже нет у правозащитников того влияния в России, которое было лет 10 назад. Сегодня любые правозащитники российские объявляются нежелательными персонами, объявляются иностранными агентами, то есть идут полностью там репрессии, любое инакомыслие, правозащитная деятельность, она просто пресекается, людям подкидывают наркотики, как Аюбу Титиеву сажают. То есть сейчас рассчитывать, что как в случае с Муратом Гасаевым, Аслана Яндиева можно будет также оттуда вытащить, даже спустя 10 месяцев, даже выдержав эти пытки, нет сегодня такой надежды, невозможно это. И его просто незаконно осудят, против него будет применены насилие, и, возможно, мы просто потеряем человека. Поэтому это очень тяжелая ситуация.